Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Один из прилетов был очень беспокойным. Я встречала 3 раненых. Их спасали, вытаскивая из ППЖ месяц назад. В последние минуты буквально успели спасти. Вот одна из этих спасенышей прогрызла переноску и вылезла. Меня пригласили в ту зону, где ее закрыли в фургончике, боясь, вдруг убежит. Ну, а при встрече мы обнялись с ней так, как будто мы знакомы давно, и я ее хозяйка. Так, этому ломутенка спасли тоже все с ранами. И вот эта вот переноска, из которой она вылезла. Вот эта дыра, она ее прогрызла, и, слава богу, помогли поймать, достать в отсеке, в терминале. Это девочка, очень ласковая, очень ласковая. Помните, мы показывали, где они в ряд, штук 5-6 белых было в крови, но сейчас уже помыты они от крови, вот, обработаны, но вот зато они вывезены, спасены. Ласковые очень, очень. 2 девчушки замечательные, замечательное чудо ты мое, чудо ясное, чудо небесное. Покажи свою рану около глаза, покажи. Где? Ты как сам залез, что ли, в машину? Ты что, даже знаешь машину? Вон кровушка у нас, это уже остатки. Все остальное залечено. Это маломутенок. Его драли его несколько собак, штук 20. Как живой остался, не знаю. Только рана сейчас на глазу, около глаза. А ты девочка, ласкушка. А ты девочка, ласкушка. Все, давайте, пойди. Все, малыш, вот сюда. Вот сюда. Так, давай, прыг. Вот сюда, иди ко мне, иди сюда. На, вот сюда, прыгай. Прыгай. Вот сюда. Давай. Давай. Ой. Ты же уже молодец. Вот это молодец. Так, сейчас отсоединю, и другую будет прыгать. И вот он улегся. Пописал, улегся, и даже команды знает. Очень хороший. Молоденький, до годика. Мальчишечка, маломутенок. Вот такой мальчик вышел из переноски. Молодой. За бабушкой мальчика не видно. Вот он, мальчик. Ну, иди. Радостный. Ну, снег ест. Пить хочет. Сейчас домой пойдем, попьет. Чистится. Перед входом домой, говорит, надо помыться немножко. Хвостиков встретили, развезли по передержкам. Пусть отдыхают, отъедаются, отсыпаются, гуляют, знакомятся со своими друзьями. Они теперь в безопасности. Друзья, новости из ППЖ. Скученность все так же и по-прежнему. Ежедневно гибнут слабые и скромные.
Наблюдая в последнее время жуткую картину гибели животных в ППЖ, девочки, волонтеры местные видели все это и от отчаяния придумали вот такой вот вариант. Они накупили ошейники, цепи, но это все, что можно сделать их руками в их условиях. Приехали и весь день вытаскивали из переполненных вольеров тех, кто не мог защититься, тех, кому не доставалось еды, кто уже покусан, кто прятался под будками, забивался в угол. Они рассаживали, они вытаскивали. Волонтеры сделали большое дело. Купили ошейники, цепи, накидали кучи сена вдоль забора и посадили на эти кучки сена хвостиков, тех, кто был в большой опасности, сидя в вольере, которых грызли, которые каждый день рисковали жизнью. Да, это очень временное решение, но хотя бы так, выиграть время. К вечеру вдоль всего забора были прицеплены десятки собак. Конечно, это временный вариант спасения, очень временный. Но хвостики потерпят. Они понимают, что так они живы и накормлены. Так лучше, чем быть съеденным, разорванным в том вольере, где вроде бы есть будка, но тебя туда никто не пустит. Ее займет сильный, который сумел урвать и еды, и место в будке. Посмотрите на них, на тех, кого бы уже порвали. Ласковые, добрые, скромные, лижут руки, тянутся к человеку. Они вряд ли выживут среди агрессивных сородичей. Спасибо вам, девочки, за такое решение. А мы постараемся быстрее закончить строительство нашего вольера.
Строительство нашего большого вольера остановилось из-за нехватки материала. Оно начато, и работа ведется, но надо докупить материал. Теперь материал для крыши и полов. Нам нужны доски, нужны уголки. Друзья, нам также и опять нужна ваша помощь. Вольер строится большой, с отсеками, с зонированием. Надо докупить рабицу, чтобы головы не просовывали в решетки и не застревали в них. Друзья, нам очень нужна еще помощь. Пожалуйста, давайте быстрее достроим этот вольер. В Якутске, так же, как и везде, все дорожает, не по дням, а по часам. Мы замахнулись на большой вольер, разделенный на зоны, и все встало. Нет денег на доски, на уголки, их надо докупать, и на рабицу, а также на оплату самой работы строителям, мастеру по железу, которого так долго искали. Вольер спасет намного больше жизней, чем мы можем вывести. Пожалуйста, я прошу вашей помощи, друзья.